В этом году Чебоксарско-Чувашская епархия отмечает 75-летие создания. Этому событию муниципальная певческая капелла «Классика» посвятила цикл концертов духовной музыки, с которыми артисты выступают в храмах. На этот раз артисты приехали в Новочебоксарск, во Владимирский собор. Начинают с церковных песнопений. «Отче наш» звучит на чувашском языке. Продолжают концерт сочинения православных композиторов – Бортнянский, Березовский, Турчининов, Рахманинов. Созданные для церковного пения, эти произведения – нечастые гости в современных храмах. Тем желаннее они для слушателей. Мне поразило сегодня, который я давно не слыхал, песнопение Рахманинова из «Всеночного пения». Дрожь прошла по мне, можно сказать так. Удивительно. Давно мечтал слышать. Капелле «Классика» исполнилось 30 лет. Профессиональный певческий коллектив выступает в самых разных концертных залах, перед любой возрастной аудиторией, проводит балы для молодежи и младших школьников. В репертуаре хора более 400 произведений. Мировая классика, хоровые романсы, песни, русские и народов мира, сочинения современных композиторов. Но самое значительное место занимает русская духовная музыка. Это естественно, считает художественный руководитель капеллы Александра Васильева. Ведь русская музыка, как и все другие виды российского искусства, включая литературу, родом из православной культуры. Есть вещи, которые объяснить нельзя. Надо просто знать. И вот, мне кажется, классика знает, как надо петь, потому что у нас все воцерквленные, во-первых. Во-вторых, многие поют в храмах, что немаловажно, они живут со Словом Божиим. А в-третьих, как музыканты, они понимают то, что не раскладывается по полочкам, но несет в себе вот эту глубину мысли, содержания и чувства. «Классика» уже выступила в Покровско-Татьянинском и Князь-Владимирском соборах. Впереди концерты в храмах во имя иконы Божией Матери взыскания погибших, новомучеников, исповедников российских в Свято-Троицком мужском монастыре. Зинаида Паршагина, Вести, Чувашия.